Чеканя шаг и сдерживая строй, творим историю страны родной. Именно такие строки всплывают в голове при виде этих красавцев, парней и девчат, у которых впереди долгая и интересная жизнь. Сразу овладевает гордость за поколение, которому строить наш мир. И ты осознаешь, что нет будущего, кроме того, что мы создаем сами. Теперь каждая новая неделя в образовательных учреждениях страны будет начинаться с поднятия или выноса флага России под звуки национального гимна, не говоря о значимых и торжественных мероприятиях. Мы начинаем активно возрождать дух патриотизма в молодежи и обществе с национальных символов. Очень много лет мы об этом говорили, что этот момент очень упущен, ему не уделяется должного внимания. И то, что сейчас каждую неделю будет подниматься флаг Российской Федерации, будет исполняться гимн Российской Федерации, это, наверное, только первый этап как раз возвращения нашей молодежи к нам же, в наше же лоно государственности. Но на самом деле те уроки, которые будут проходить, разговоры о важном, которые каждую неделю теперь будут проходить на очень серьезные, грамотные, такие чувствительные темы, это семейные ценности, это и Великая Отечественная война. Все это очень важно. Это должна быть системная работа, еженедельная работа, ежемесячная работа. Только тогда мы добьемся результата. Это своевременное решение, которое мы и в душе должны исполнять, и в физическом выражении. Воспитание, которое мы будем вкладывать и вкладывали до этого в молодежь, конечно же, направлено на поддержание нашего народа, на поддержание памяти нашего народа, на ценностей нашего народа. Будем этим заниматься. И раньше занимались, и сейчас продолжим, конечно. Для советских школьников и студентов подобные церемониалы были обыденным делом. Каждый знал наизусть слова гимна, отпечатанного на обороте школьной тетради, какого цвета флаг страны, потому что каждый пионер носил алый галстук, частицу знамени страны Советов, что мы победили фашизм, из чего начинается Родина. Это были столпы, на которых держалась идеология, держалось общество. Сегодня этого не хватает. Не хватает где-то внутри, в душе. Может, потому мы все чаще обращаемся к тем идеям и вспоминаем то время. Все те традиции, которые были заложены с самого начала, слово «пионер» означает «первый». Первый в учебе, первый в поведении, первый в труде, первый в помощи слабым, меньшим, в уважении к старшим. Вот это все заложено в законах пионеров Советского Союза. Конечно, и эта работа будет продолжаться далее. И я бы хотела в свете тех направлений, которые на сегодня берутся на вооружение, чтобы наше юное подрастающее поколение росло истинными патриотами, знающими прекрасно свой край, людей труда, людей, которые вложили весь свой талант, все свои знания, умения для того, чтобы наша Родина процветала, крепла год от года. Ну и, конечно, чтобы был мир во всем мире. Посвящая школьников в историю советского молодежного и детского движения, мы задаем вектор, направление на пути роста личности, способный рассуждать, анализировать, творить добро. И современная молодежь принимает эти правила. Патриотизм – это в первую очередь любовь к своей родине, уважение к ней, потому что каждый человек должен любить свою родину, уважать ее и проявлять свою любовь, отдав долг. На данный момент для юноши это служба в армии, девушки не теряют возможности, также некоторые подают себя на службу, и для меня это большая гордость за своих соотечественников. Если позвали, пойти на Донбасс и помогать военным, раненым. Да, готовы. У меня даже были такие мысли, скажу честно. С чувством безмерной гордости на всероссийскую акцию «Вахта памяти» провожали студентов Алданского политехникума. Заслужить право стать участником поисковой операции под Ржевом, где в годы Великой Отечественной войны полегли более 1 миллиона красноармейцев, дано не каждому. Это честь и пример для подражания.
Я очень рада за то, что им досталась такая возможность, ведь они очень много старались, трудились для того, чтобы наш район был более знаменит своим патриотическим воспитанием, поэтому они это заслужили. А тебе хотелось бы съездить в такую экспедицию? Да, это очень интересно, очень развивающе и полезно для современной молодежи. Они хотя бы имеют представление о том, насколько тяжелой была война. Попасть в число участников такой экспедиции – мечта многих мальчишек и девчонок. Для них это приключение, которое останется в памяти на всю жизнь, о котором они расскажут друзьям, детям и внукам. Такое выдается не каждому. И мы считаем это честью съездить на данные раскопки, узнать что-то новое, познакомиться с новыми людьми, с общими интересами, ну и провести хорошо время. Саш, ну а ты тоже во многих был командировках. Да. Что для тебя? Ну, для меня это также бесценный опыт. Все равно не каждый день такое выпадает. И я очень рад, что, поступив в техникум, мне выпала такая возможность. Данная экспедиция, она все-таки подразумевает сохранение памяти о Великой Отечественной войны, о наших отцах, дедах, прадедах, которые полегли на фронтах Великой Отечественной войны. Я даже не буду скрывать, что у меня один из дедов без вести пропал под Ржевом. Поэтому даже лично для меня это очень знаковое мероприятие, участие в акте памяти студентов Алданского политехникума. Патриотизму научить нельзя, говорит директор Алданского политеха Алексей Иванов. Принимая участие в подобных акциях, человек пропитывается чувством гордости и сопричастности к истории великого государства российского. Патриотизму научить невозможно. И поэтому это целый комплекс мероприятий для того, чтобы ребята жили теми событиями, которые происходили в нашем государстве. Чтобы они знали те великие открытия, которые совершили наши ученые. Те прорывные моменты, которые мы дали всему миру, да, и там, где мы показали, что можно и жить по-другому. Соответственно, здесь ребята, которые выезжают под Ржев, прежде всего, конечно, они, с одной стороны, воодушевлены тем, что они уже не первый раз участвуют в различных мероприятиях, которые посвящены истории, и именно военной истории нашего Отечества и Алданского района. При этом понятно, что это даст общение, потому что на вахте памяти соберутся более 350 обучающихся из различных регионов Российской Федерации, а это новые взаимоотношения, это новые знакомства, и мы надеемся на то, что после этой первой поездки мы уже сможем обмениваться с другими учебными заведениями самостоятельно, приезжая друг к другу в гости, либо проводя хоть дистанционно, хоть очно мероприятия. История не приемлет сослагательных наклонений, а страна помнит своих героев и подвиги, которые они совершили. 10 сентября 2021 года произошло историческое событие. Алдану было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Вклад трудового Алдана в победу весомый. За время Великой Отечественной войны алданцы добыли более 16 тонн золота, внесли в фонд обороны более 5 миллионов рублей, собрали почти 2 пуда золотых и серебряных изделий, 44 тысячи единиц теплых вещей для красноармейцев. В то же время в Алданском районе добывали 1/4 часть хрусталя и 80% слюды флагопита, необходимых для оборонной промышленности. Это ли не подвиг? Славен трудовыми рекордами и легендарный город Алдан. На якутской земле были обеспечены треть общесоюзной добычи золота и 80% слюды. Президент страны, подписав указ о присвоении городу Алдана наряду с другими городами Российской Федерации, всего 12 городов, звание городов трудовой доблести, конечно же, отдал дань уважения великому подвигу алданцев в годы Великой Отечественной войны. Это и дань уважения тем, кто воевал на фронтах войны, был призван с Алданским райвоенкоматом. Всего 11 740 человек ушло на фронт через Алданский военкомат. 7 из них стали героями Советского Союза. Это тоже очень почетно. Это показывает уровень мужества, отваги тех людей, которые отсюда уходили на фронта Великой Отечественной войны. Ну и, конечно же, это и стимул для нас, ныне живущих, чтобы наши города, Алдан в том числе, развивались
красиво, становились красивыми, современными городами, чтобы люди здесь жили достойно и были, конечно же, достойны памяти предков. Годы лишения легли на плечи 10-15-летних подростков, сегодня ветеранов труда, почетных жителей Алдана, уважаемых людей. С каждым годом их становится меньше, но остаются истории и рассказы об их тяжелой, но интересной жизни и заветы, которые мы должны помнить и передавать по наследству. Это заслуга людей. Люди будут еще лучше работать. Подрастает новое поколение. Конечно, желаю ему только всего удачи во всем. И самое главное, молодым девчонкам и мальчишкам надо спешить делать только добрые дела, а взрослые всегда помогут, и найти свою профессию. Это самое главное. И пускай живет Алдан долго. История не любит сослагательных наклонений. Сегодня мы своей позицией и трудом выкладываем дорогу в будущее, в развитие нашего государства, где все деяния направлены на человека и сферу, которая его окружает. В июле был подписан указ главы о социально-экономическом развитии Алданского района до 2030 года. И запланировано сделать очень много. Я, конечно, надеюсь, что уже ко второй годовщине признания Алдана городом трудовой доблести нам будет чем похвастаться. Но уже работа начата, и я думаю, что наш город преобразится и станет лучше для своих жителей. На самом деле вот сегодня индексы жизни людей в городах, благополучия людей в городах, они уже все измеримы. Это вот не только жилье, не только дороги, это и комфортная городская среда, наличие объектов здравоохранения, образования, культуры, социальная инфраструктура, это низкий уровень преступности. Вот это все то, что должно людям сопутствовать в городах. Наличие индустрии гостеприимства, тех же кафе, тех же объектов туризма, отдыха. Это вопрос не только государственно-частного партнерства, это в целом, вот еще раз говорю, создание такой среды, создание такого образа мышления не только предприятий там крупных, да, но это и в целом и власти, и общество, и малый бизнес. Все должны работать над тем, чтобы вот соответствовать этим требованиям. Тогда все получится. Должно получиться. В следующем году Алдан отпразднует свое столетие, подарком которому будут новые трудовые подвиги и свершения.